Зеленый лук, вечер, пистолет, драка. Компоненты для фильма о лихих 90-х, ну или дешевого сериала про милиционеров. Кому как угодно. На самом деле это деловые переговоры якутских коммунальщиков. Руководители управляющих компаний «Юнион» и ЖКХ «Столичная» решили обсудить, каким образом можно разделить жилфонд. Директор ЖКХ «Столичная» Эльшан Азизов взял пистолет подкрепить аргументацию. Руководитель «Юнион» Гузель Джалалова привезла с собой 6 крепких парней, чтобы спор не затянулся. Итог: Азизов был потрепан и доставлен в отделение полиции, а Джалалова испугана из-за угрозы убийства. А предмет спора – 20 домов на улице Речников в Якутске. Они относятся к ЖКХ «Столичная», а жильцы хотят уйти к «Юнион». На словах все просто, но, как видим, к единому мнению руководители прийти не смогли. В чем же дело? Неужели «Юнион» такая прекрасная управляющая компания? А может, ЖКХ «Столичная» работает, не покладая рук ради людей? Наши корреспонденты посмотрели на состояние домов, которые относятся к коммунальщикам. Вот я сижу на острове. Олег Куприянов снял квартиру на острове, но не тропическом. Мужчина живет в этом доме лишь месяц. Владельцы квартиры о постоянных потопах не предупреждали. Позавчера переезжаю, тут вся вода, тут аж до туда была. Вот так, зайти никак невозможно было. Пришлось снять ноги. Босиком прошли? Но босиком так. Под ударом весь первый этаж дома на улице Клары Цеткин-1. В квартирах сырость, на стенах плесень, полы вздулись. А у вас счетчики, да, получается, еще? Ага, плюс счетчики здесь. Позавчера по колено у нас была вода. Тоже? Тоже. У них тоже вода, у этой тоже вода. Это получается каждую весну так или как? Весну, уже круглый год. До туда вот заходило вот. Вот так. Туда матери не заходила. Ну все, вот. Тоже, ну все везде плесень. Все. Дозвониться до управляющей компании люди смогли не сразу. О боже, сколько раз можно звонить? Подъедут же, сказать. Когда это произошло, был подпор системы канализации, то есть стали колодцы. Колодцы были переполнены, и работала система канализации уже в обратную сторону. Колодцы относятся к местному водоканалу. Емкости оказались заполнены из-за того, что туда слили воду из подъездов. Буквально 2 дня назад было подтопление наших колодцев по причине перекачки. Управляющей компании качает лужи, которые находятся на дороге, перекачивают наши колодцы. Из-за этого колодцы наши переполняются, канализация не справляется, поэтому происходят разливы. Из-за безалаберности коммунальщиков страдают жильцы. Жители рассказывают, дом еще 6 лет назад признали аварийным, только в программу не попал. Клара Цеткин, дом 1, признан аварийным 24 мая 2012 года. По условиям предыдущей программы у нас входили дома только признанные аварийными до 1 января 2012 года. По этой причине он в предыдущую программу не вошел. Он войдет только в планируемую программу, которая на сегодняшний день еще не утверждена. С криком о помощи жильцы дома обращаются к последней инстанции – Егору Борисову. Глава республики, наверное, примет меры. Местные власти, мы просим вас взять наш дом под личный контроль. Дома, принадлежащие управляющей компании «Юнион», тонут круглый год. В феврале били тревогу жильцы дома по Киша Алексеева 8/1. Канализационная труба замерзает, быстро переполняется, и вода стекает в дом. Манна мурашка ден, букашка ден. Комор достар кама хыддаллар. Вообще билбеппин. Ой. Крыша течет, стены сыпятся. Управляющая компания «Столичная» работает не лучше своего коммунального соперника. Жители дома Крыжановского 75/1 устали жить в таком ужасе. С приходом весны ситуация стала еще хуже. Как жить-то? Ничего не хотят делать. И вот я говорю, тоже вот кровля. Слабая кровля, мы не можем ее почистить. А нас всех топит. Квартира Надежды Зиль находится на 1-м этаже 5-этажки. В прошлом году сделала ремонт, но от красивых обоев ничего не осталось. Крыша дома не защищает жителей от непогоды. Текут стены, потому что не сделано ничего нормального. Плесень, от этого болезни начинаются. Я говорю, постельная гниет. Плачевно все у нас. Очень. Хочется лучшего.
чтобы мы жили все-таки в хороших условиях, а не так. Я им говорю, вы знаете, я возьму шланг, выведу и буду сливать все это на трассу. Может, вас тогда накажут. Михаил живет на 5-м этаже. Ведра стоят у порога все время. Весной или когда дождь идет, сверху капает все время возле входа. И так живем. Вчера подходили, да, столично. Сфоткали все на камеру и ушли. На действенные меры жители дома уже перестали рассчитывать. Переговоры с управляющей компанией «Столичная» длятся не 1 год. Проблемы при этом остаются нерешенными. Обратиться к ним за комментарием не удалось. Оказалось, в пятницу работают до часу дня. Вспоминая историю со стычкой руководителей «Юнион» и «Столичная», напрашивается один вопрос. Зачем? Зачем спорить из-за жилфонда, если прямые обязанности коммунальщики выполняют из рук вон? Неужели, если квартир станет больше, то и работа улучшится? Жители брошенных домов с пробитыми крышами и затопленными подъездами в этом сомневаются. Саргалана Федорова, Дмитрий Тымыров, Кристина Якупова, Николай Необутов, Павел Пахомов и Семен Семенов. Якутия. День за днем. А есть еще один вопрос. Почему? Почему в 21 веке спор компаний превращается в уличную разборку? Где корень проблемы? Неужели природная жадность? Директор «Юнион» уже написала заявление в полицию. Угроза убийством. Оппоненту говорит: работай по закону, повышай качество услуг. Нужно жителям затопленных домов на Клары Цеткин это сказать. Руководитель ЖКХ «Столичная» тоже написал заявление. Считает, что 6 добрых молодцев, которые его поколотили, это сотрудники полиции. Чем закончится история, обязательно расскажем. Остается надеяться, что подобный сюжет не экранизируют. Слишком дешево и пошло.